Не просто проверить свои знания истории Великой Отечественной, но и почувствовать сопричастность к важному празднику. Международная историческая акция «Диктант Победы» объединила всех. Для курсантов же высокий результат принесет еще и дополнительные баллы при поступлении. В диктанте 25 вопросов по военной тематике, 20 из них федерального уровня и 5 регионального. На написание дается 45 минут. Но для знатоков истории достаточно и 15. Так, среди кадетов первым задание выполнил Имран Гадаборшев. Где были такие вопросы, как про героев, которые были, про ордена, как они их завоевывали. Были портреты разных генералов, полковников, и надо было ответить, какой он из них. Было 4 варианта ответа, и надо было выбрать из них правильный ответ. Сложные ли были вопросы? Были и сложные, были и легкие, но в процессе этих заданий было, в общем, легко, потому что мы уже знали всю историю. А далее эстафету подхватывают остальные кадеты. Часть вопросов диктанта Победы посвятили первому году Великой Отечественной войны и великим полководцам, чьи юбилеи мы отмечаем в этом году. Интересно было, как наши прадеды, деды, как воевали они, как они отстояли против немцев, против фашистов, как они отвоевали победу. Вместе с кадетами диктант пишут их наставники, а также член партии «Единая Россия» Бекхан Барахоев. Диктант Победы необходим для подрастающего поколения, так как наши дети должны знать, что было у нас с 41 по 45 год, как мы воевали с фашистами немецкими. Ну и дальше, чтобы этого больше не повторялось. Нужен мир во всем мире. Ну и без прошлого, я думаю, у нас и будущего не будет. Мы не должны забывать это. Международную историко-патриотическую акцию «Диктант Победы» организует «Единая Россия», Российское историческое общество, Военно-историческое общество и волонтеры Победы. А для кадетов, будущих защитников Отечества, тема войны очень близкая. К данному мероприятию кадеты Горского кадетского корпуса подошли очень инициативно, проявляя большой интерес. Задолго до проведения диктанта совместно с педагогами кадеты организовывали различные форумы, круглые столы, викторины, которые носили в том числе и состязательный характер. И в том числе мы, как руководство кадетского корпуса, уверены в том, что сегодняшняя акция, которая проводится на территории кадетского корпуса, является долгосрочной инвестицией в вопросах воспитания подрастающего поколения. Диктант писали и в этнографическом музее в Магасе. Принял участие в акции член партии «Единая Россия» Муслим Татриев. В прошлом году диктант Победы написали свыше 1 миллиона человек. На Северном Кавказе для написания исторического теста было открыто свыше 1600 площадок, 36 из них в Ингушетии. Принять участие можно было как очно, так и онлайн. Итоги этой акции подведут 24 июня. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24.